Так, сниму. Дорогие друзья, всех приветствую. Замечательный день. Как вы помните, 2 года тому назад наша точка кипения, наша, в смысле всех нас, она открыла свои двери 7-8 сентября 2018 года. И за это очень-очень много мероприятий возникало. И сегодня в честь двухлетия точки кипения мы имеем возможность собраться, и вот после пандемии, да, нам же приходится и онлайн проводить мероприятия, и мы имеем возможность посмотреть друг другу в глаза, поздравить с этим замечательным днем. Здесь у нас находятся участники из разных населенных пунктов, не только нашей республики, но и других городов нашей страны. И для торжественной части, для того, чтобы нас поздравить с этим замечательным днем, я хочу передать слово основателю точки кипения, человек, который сказал, что в Якутии должна быть точка кипения. Мы 14-й открылись в 2018 году. Айсен Сергеевич, глава Республики Саха-Якутия, наш самый главный лидер. Поприветствую. Добрый день, друзья. Я очень рад присутствовать сегодня здесь, на лете нашей точки кипения. Казалось бы, что такое 2 года? Наша цель. На что мы возвращаемся? Вообще не чувствуем. Но, с другой стороны, время идет очень быстро, но нынче сжато, так, и за-то может произойти то, что раньше происходило за десятилетия, смыслы меняются, образы меняются. Неожиданно в январе месяце, да, что мы будем сидеть на двухлетней точке кипения все в масках, так, смотреть друг на друга, так, и после ковида, я вот себе историю говорю, после ковида стал сын носить, понимаешь, я думаю, что все решили, что это очень удачная шутка. Но реальность такова, что буквально несколько месяцев вообще в целом поменял свою картину. И это произошло при жизни нашего поколения, вот еще буквально за очень короткое время. Поэтому многие вещи, которые казались незыблемыми, за этот период будут измениться. Время выдвигает все новые и новые, они технологических каких-то процессов, они возникают в связи с появлением каких-то глобальных вызовов перед человечеством. И тот, кто это игнорирует, он остается на обочине жизни. Это очень серьезная вещь, потому что это все больше и больше технологическое отставание, интеллектуальное отставание. Это в полной мере относится и к нашей жизни. Мы живем в самом экстремальном на планете, самом экстремальном. Мы живем в сложнейших условиях, в которых, в принципе, человек по-хорошему жить не должен. Но мы здесь живем, мы здесь развиваемся, идем вперед. И очень важно, чтобы вот эти вызовы, знаете, нас не останавливают. Очень важно, чтобы проблемы, которые кажутся нам очень важными, но на самом деле, если посмотреть, они сиюминутные, текущего характера, не загоняли нас в пучину, вы знаете, вот такой трясины, такого болота, которое нас засосет, так и не даст развиваться. Эти вызовы должны становиться стимулом к развитию, к тому, чтобы мы шли вперед, не боялись трудностей, и самое главное, чтобы мы выдвигались смелые и неотменные решения. Сегодня республика, несмотря ни на что, быстро развивается. Мы одни из лидеров Дальнего Востока и в социальном развитии, в экономическом развитии. Более того, мы только дальневосточный лидер. Мы по многим позициям сегодня уходим на передовые позиции в целой стране. Но успокаиваться мы абсолютно не должны. Ведь то, что вчера казалось недосягаемым, сегодня это уже обыденность, а завтра это будет уже позавчерашний день, полный отсутствие. Соответственно, как сегодня, как никогда, востребованы думающие люди, смело мыслящие люди, и самое главное, люди, которые берут на себя ответственность за смелые решения. Вот это очень важно. Я прошу всех вас, людей, которые в точку кипения приходят, обсуждают, вот это очень понимать. Я уверен, что сюда вот как раз приходят те люди, которые и мыслят нестандартно смело, да, но и эти смелые решения
берут на себя и претворяют жизнь. Вот точка кипения, она реально за эти годы создала свою, такой, знаете, свою ауру, свой определенный такой образ. Помню, как мы с Дмитрием Николаевичем Песковым на эту тему много раз говорили, обсуждали в Москве, как это может быть здесь у нас рождено, какие для этого нужны подходы. Большая была работа, я помню, я еще тогда главой города был, да? И я тогда вот очень хорошо помню, когда президент страны сказал, что точки кипения – это центр движения. Вот. Это у меня вот, на самом деле в сознание запало, и мы реально это все смогли сделать у нас в Якутске. Это большое еще раз достижение. Исключительно важное решение вот тогда состоялось, мы смогли это реализовать 8 сентября, 9 сентября были, кстати, выборы. Как вы смотрите, так я помню себя, приехали, как раз открыли эту точку. Конечно, знаете, вот еще раз хочу подчеркнуть, что можно жить, решая сегодняшние проблемы. Это очень удобная позиция, особенно для руководства. Вот я вот появилась, я ее забил, появилась вещь, я ее забил, так, обманулся, я переселил жить. Так. Но, вы знаете, это путь в никуда. Потому что такая огромная территория, как Якутия, самая большая административная территория вообще в мире, если так отдельно смотреть. И, например, даже если говорить о Якутске, самый крупный в мире город на вечной мерзлоте, они себе такого позволить. Мы не можем жить сегодняшним проблемами. Вот. Конечно, их надо решать сегодня, да? Но мы должны все равно ставить задачи долгосрочного характера. Иначе такая огромная территория, такой огромный город, на самом деле, для вот, нашего пояса, да, для вечной мерзлоты, они развиваться точно не смогут. Развиваться так, как хочется жить. Чтобы этот город соответствовал тем амбициям, которые у нас есть. А еще раз говорю, Якутия, знаете, вот мы как наша страна в целом, да, так и Якутия как субъект, мы не можем жить без больших амбиций, мы слишком большие. Понимаете, вот это наш, ну, это надо просто были бы маленькие, можно было жить в параллели там среднесрочного планирования, вообще не особенно беспокоюсь, потому что в рамках большого развития нас все равно куда-нибудь втянуло, в том или ином направлении. Такая огромная территория без собственной стратегии, без собственного подхода к решению задач, она не может развиваться. Мы слишком, еще раз говорю, большие, мы слишком потенциально много значили для нашей страны, и вообще для всего евразийского континента. И поэтому мы должны мыслить долго. Вот. Мыслить долго, это значит мыслить смело, неординарно, выдвигать те идеи, которые, может показаться, они абсолютно, знаете, ну, люди могут над нами смеяться. Вот. Но лет через 10-15 это станет обыденностью. Вот реально вот вы же сидите здесь люди, которые на самом деле сделали сказку о якутском IT. Мы же все помним, когда 15 лет назад мы говорили о якутском IT, о развитии вот наших компьютерных компаний, да, на нас смотрели вообще как сумасшедшие. У вас там типа быстрого интернета нет, у вас там вот, сколько у нас это стоит? 40 тысяч. Ну, говоря, у нас интернет стоил в раз в 20 дороже, чем в целом стране. И какой у вас этот IT, да, о чем, да? Ну, типа, успокойтесь, ну, поплачьте там сторонки, посидите, да, ну, какой был подход? Постепенно все менялось. Начали говорить о феномене, начали говорить, что вот, слушай, а мне кажется, что-то умеют. Да, неужели это так? Но сегодня уже, слава богу, когда я примерно с стороны докладываю в якутском IT, никто не говорит, что у вас IT есть. Все говорят, мы знаем, мы верим. Вот. И на примере вашем, пожалуйста, посмотрите, как у нас эта страна будет развиваться. То есть это мы сделали огромный путь за очень короткое время. Возьмите наше кино. Я сам, я человек, который это кино наше продвигал, я же помню, как, когда я на разных форумах говорил про якутское кино, будучи еще даже не главой города, а руководителем администрации, там точно пухот ставил. Киношники же они люди такие, так, вы о чем? Вы кино увидите, вы примерно такой подход.
потом постепенно родилось понимание так называемого феномена якутского кино. Ну а сегодня все говорят о самобытном якутском кино, как части мощнейшего российской киноиндустрии, российского кино, третий от России кинопроизводитель. И вот сейчас я в субботу смотрел «Тагандахар», фильм, который мы сняли, да? И вы знаете, может быть, он с точки зрения фестивальных таких каких-то перспектив, он имеет не такие большие шансы, как другие наши фильмы, потому что фильм для нас, да, для якутян. Но он снят настолько профессионально, что просто уже ты понимаешь, что у нас реально не просто идеи в головах, да, не просто какие-то там сильные новаторские решения в артхаусном кино, но мы уже и историческое, такое, знаете, серьезное кино научились снимать на очень крайне высоком. И реально мы гордимся якутским IT, якутским кино. И это все произошло в наших глазах. Но лет 10 назад, не забывайте, что мы в семье. И вот поэтому, когда я сегодня на разных мероприятиях встречаюсь с молодыми людьми, они начинают рассказывать интересные вещи там, про креативные индустрии, про подходы к появлению здесь какого-то каких-то новых видов транспорта и так далее. Якутска, например. Многие над ними смеются, говорят, ты что, это вообще никогда там. Вот, я все время помню, что говорили про IT, про кино, да я вообще не смеюсь. Потому что я знаю, что если люди это будут не хотеть, если мы создадим условия, чтобы они здесь могли работать, все у нас получится. Поэтому, друзья, я очень рад сегодня здесь присутствовать. Хотел бы, конечно, выступить подольше, да, но я считаю, что это и сейчас на праздничном мероприятии. Вот, уверен, что в нашей точке зрения вот этот потенциал должен сохраняться, он должен усиливаться. Надо его влияние распространять и на другие территории нашей республики, может быть, не обязательно в формате вот именно точки зрения, но других таких площадок, где молодые люди, да не только молодые, но все неординарно мыслящие люди могли бы собираться, рассуждать, обсуждать, выдвигать идеи, поддерживать друг друга и в конечном итоге делать жизнь в Якутии лучше. Я уверен, что все у нас получится, поэтому всех с праздником, всего самого хорошего. Спасибо. Дорогие друзья, Александр Сергеевич нам дал наставление и направление. Нам очень не хватало услышать того, как нам дальше быть в это время неопределенности. Действительно, пандемия, она очень много изменила, да и тут, конечно, об этом говорить можно много. И мы рассчитываем и ждем, что когда-нибудь еще визионерскую лекцию мы слышим от Александра Сергеевича. Вот. А дальше я бы хотел передать слово одному из тоже таких важных людей с точки зрения того, что вообще такой формат, как точка кипения, появился. И точки кипения сейчас бороздят просторы всей нашей страны, и у нас порядка 100 таких пространств. И я хочу передать слово Дмитрию Николаевичу Пескову, специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генеральному директору автономной некоммерческой организации «Платформа НТИ». Дмитрий Николаевич, вы с нами на связи? Да, коллеги, доброе, даже не знаю, у нас-то точно раннее утро, доброе время суток. Александр Сергеевич, приветствую, рад видеть. И просто нас с вами, чувствую, что как будто бы стою в этой комнате. Очень хорошо помню и комнату, и ощущения, и, друзья, всех вас, поэтому очень рад всех вас приветствовать. Действительно, 2 года, удивительно, срок прошел уже большой. Я сейчас открыл статистику. В точке кипения Якутск 18 тысяч уникальных посетителей, то есть для 18 тысяч человек это здесь что-то произошло. Это, в общем, очень неплохие цифры. Более 600 мероприятий, то есть практически каждый день что-то происходит. То есть точка жива, и это, безусловно, очень приятно. Вот. Я хотел бы сказать, что этот формат, когда идет генерация идей, обсуждение проектов снизу, он невероятно важен. Он остается для нас, для нашей страны таким принципиально важным форматом. Вот. Наверное, знаете, у нас сейчас идет подготовка идей к форуму, сильные идеи для нового времени, да, вот там уже сейчас больше 120 тысяч человек со всей страны. И мы, когда эту историю запускали,
то было очень много сомнений, что люди, ну вот так вот, что мы можем просто брать и генерить качественные идеи, качественные проекты снизу, без вот какой-то там долгой такой бюрократической проработки. Но вот здесь мы именно в том числе, опираясь на сеть нашего сообщества, на сеть точек, выдали сейчас, ну, такой мощный выстрел сделали, что все наши эксперты, скажем так, очень серьезно задумались, работают по ночам для того, чтобы все это правильно отфильтровать, посмотреть, что куда уйдет в изменение государственной политики, где там появляются идеи про мир, да, про серьезные вещи с точки зрения именно изменения мировой политики, мировых стандартов, экономических тенденций. В общем, сила народа и его идей, она есть, она слышится, она есть. Поэтому точки кипения, безусловно, желаю и следующих многих лет совместной жизни. Мы формат будем постоянно развивать. Тяжело двигается, но вот ту задачу, которую мы с вами обсуждали на месте, тесно сшивки идеи в точках и работу с акселерацией, предакселерацией, поддержкой развития технологических команд, мы все-таки, я уверен, дотащим. Я призываю вас всех очень активно присоединиться к той работе по острову, по именно генерации новых технологических команд, которая в ближайшие несколько дней начнется. У нас в этом году не остров, у нас называется это архипелаг. Он пройдет сразу не менее чем в 5 крупных университетах. И эта история будет про искусственный интеллект и вещи с ним связанные. И одно из направлений там это в том числе и подготовка команд, которые способны создавать и придумывать компьютерные игры. Я знаю и горжусь не только якутским кином, но и тем феноменом якутских стартапов, которые разрабатывают игры, которые выросли у вас. Поэтому приглашаю, призываю актив студентов, особенно студентов университетов, активно принимать участие в нашей программе, в том числе с использованием точек, с использованием вот того технологического кластера, который благодаря Александру Сергеевичу в Якутии вырос, да, прокачать и следующее поколение молодых ребят. Мы недавно обсуждали с Андреем Ильичем Белоусовым эту историю. Она очень простая. Когда мы говорим про искусственный интеллект, его же надо учить, тренировать. А самый лучший способ тренировать – это, значит, засунуть алгоритм внутрь компьютерной игры и тренироваться с ним там. Да, поэтому вот эта связка между искусственным интеллектом и игровой индустрией, она на самом деле очень сильная, очень прочная. Ее тоже можно, про нее можно думать, ее можно использовать. Коллеги, еще раз всех приветствую, очень рад всех вас видеть, значит, душой и практически физически рядом с вами. Такая возможность появилась включиться на открытии точки кипения. Мы здесь сидели, прям с Александром Сергеевичем тоже нам рассказывали про будущее, и мы действительно как точки кипения думаем о будущем, и оно уже наступило, причем оно давно наступило, и я очень хорошо помню, как Александр Сергеевич раньше всегда тоже говорил, нужно идти не просто в ногу со временем, а на 2 шага вперед. Вот, и Якутск тоже именно вот так и работает. Вот. И сегодня будет экспертная сессия, связанная как раз-таки с подачей новых идей в рамках конкурса «Сильные идеи для нового времени». Поэтому мы здесь еще будем генерить, для этого здесь эксперты пришли и присутствуют, участвуют в этом замечательном дне. Мы идем дальше, и я хочу передать слово нашему лидеру точки кипения Анатолию Семенову, все вы его знаете, министр инноваций. Добрый день, Алексей Сергеевич, добрый день, коллеги. Дмитрий Николаевич, приветствую. Очень рад видеть всех, кто в Zoom. Всех приветствую. Кстати, когда проводился Ленский клуб, там Владимир Викторович, нами всеми любимый, уважаемый, бывший председатель правительства, ныне сейчас исполняющий обязанности губернатора Камчатского края, сказал, что наступило время Blended World. Blended World – это смешанный мир.
И вот сегодня впервые мы проводим такой формат Blended Mix такого мероприятия. То есть у нас мы и в офлайне, ядерная группа собралась, и с нами практически вся Якутия, вся Россия, то есть онлайн. То есть мы смешали и онлайн, и офлайн. Потому что все-таки мы думаем, что мир хоть и переходит в онлайн, все равно потребность живого общения, она остается. Но я хочу немножко поностальгировать, воспользоваться моментом, все-таки в Букпеке формат такого мероприятия на это направляет. Я думаю, в дополнение к выступлению Сергея Сергеевича сказать, что, ну, во-первых, я хочу вспомнить далекий, уже старший 12 год, Сергей Сергеевич, когда мы запускали технопарк Якутия, вот оно же появляется постепенно. То есть Арсений Сергеевич, мы тогда сидели, думали, чем должен заниматься технопарк, и Арсений Сергеевич тогда уже, то есть мы в 11 году это разговаривали, говорит: Анатолий, надо делать ставку на IT. Да, и мы в то время начинали же не с здания технопарка. Просто я хочу сказать, что история точки кипения, почему у нас такие хорошие показатели, да, и мероприятия, на самом деле до точки, до того, как появился технопарк, появилось сообщество, с ним начинали вот именно общение с созданием ассоциации развития этой отрасли, куда вошли очень такие неожиданные ребята, как Арсен Томский, Афанасий Алексеевич Бушинский, сегодня здесь присутствует Эдуард Петровцев, Леша Илларионов, многие ребята, Сергей Тодоров, которым было что-то тесно. Что-то кто-то хотел идти на мир и завоевывать новые рынки, да, мировые. То есть, если будет, вот Василий Сергеевич точно написал картину, что не было интернета, оптика пришла 21 декабря 2012 года, только через год после как создался технопарк. Да, и, конечно, все это оказалось очень странно. Да, и очень было много критики, очень много было скепсиса. И сегодня, вот, вчера вечером я сделал пост в сторис, да, что в Майтоне работает 1000 человек. В 2012 году, когда они с Музгеймс преобразовались в Майтон, это было 50 человек, то есть они за 8 лет выросли в 20 раз, а до этого у них, когда они начинали в 2007 году, да, в 2007, их было более. То, соответственно, они выросли в 500 раз. Оборот компании продвигается, ну, в этом году мы продвинули $1 миллиард, да, то есть у нас в Якутии выросла $1 миллиард компания, но я могу, конечно, долго бесконечно сказать про InDriver, который тоже все смеялись, говорили, что есть Uber, есть Яндекс, у вас ничего не получится. Сейчас это топ-5 перевозчиков агрегаторов в мире, да, и самый быстрорастущий, который, кстати, в отличие от Uber, Яндекса, да. Главное, что за ним тянется 1000 стартапов, как раз таки, что в Якутске есть больше 50 частных IT-школ, где занимается 2500 детей. Вот я сегодня Михаил Сильцев пригласил, у нас будет секция по образованию. То есть рынок отреагировал быстрее, чем образование. Вот это, к сожалению, произошло. Владимир присутствует, да, мы об этом много раз в точке зрения разговаривали, что ни школы, к сожалению, ни ВУЗ, ни СУЗы не успели так быстро реагировать, как частный бизнес. То есть что такое 50 частных школ, что такое 2500 занимающихся образованием IT? Это родители проголосовали рублем. То есть это платные курсы от 3 до 5000 рублей. Примерно вот оборот можно посмотреть на дом образования, сколько это стоит, ну, сколько оборот у них образовательной компании. И, к сожалению, у нас здесь присутствует Алексей Ларионов, который лидер этой отрасли, там обучается 320 детей. Хочу сказать, что мы дали запустить в районах, республики, но в районах такая система идет, потому что там нет такой покупательской способности, как в городе. И, к сожалению, я просто хочу констатировать, что не только надо радоваться, что рынок стремительно развивается, родители платят деньги, а мы не можем перестроить наше образование. У нас порядка 4 миллиардов рублей у нас тратится на образование. Это кружки вышивания, танцы, там, различные тоже нужные такие вещи. Мы, к сожалению, не можем перестроить наше образование и сделать там, допустим, курсы IT, да, робототехники. Причем в этом году мы открыли 7 вузовых центров, и потребность, конкурс «Моя профессия», который проводится InDriver, Майтона и Ассоциация развития области, участвовал в группе на 70 тысяч людей. Причем вначале же поехали по вузам 20 хакатонов провели, там, Бирюсская группа, Заречная группа,
Ну, ажиотаж детей управления образованием устно, они небольшое объявление повесили, там, больше 100 участников. И все эти ребята потом онлайн участвовали, но просто сейчас Министерство образования даст собрать, у нас наконец-то повысило выбор идеи по информатике. Наконец-то, это очень сложно, на самом деле, экзамен. Если мы стали больше детей выбирать по информатике, стали больше поступать, и будет один из лидеров по выбору профессии. Да, то есть многие ребята поступают в ИТМО, в ЮБИ, там, Бауманка, ну и, конечно, Северо-Восточный федеральный университет. Ну и в этом году мы вместе с колледжем открыли Яндекс лицей. Да? Наконец-то, то есть мы тоже меняемся, и мы Арсений Сергеевич об этом скажет, но Арсений Сергеевич можно сказать, что у нас скоро откроется лицей. Ладно, я уже проговорился, на самом деле, саму суть Арсений Сергеевич сказал, но смысл в том, что мы сейчас, вот если Арсений Сергеевич с Майтоной 12 минут, когда встречался в маленьком офисе еще на Дзержинского, Арсений Сергеевич давно дружит с Алексеем Афанасьевым, вот они разговаривали, сидят о развитии, и говорит, Арсений Сергеевич говорит, ну, будущий менеджер, ну, ребята, там, может, какая-то помощь, что они только начинали. Арсений Сергеевич, мы хотим город, чтобы был безопасным. У нас самые ценные мозги у ребят, мы не хотим, чтобы кто там головой погибл в асфальте, ну, не втыкал, да, что самое дорогое, что есть, вот, да, уже это не вернешь. И сейчас они говорят, что самое главное, что последние 3 года, да, это вот образование, нам нужны кадры. Потому что вот из 1000 человек 650 работает в Якутске, это НДФЛ, это налоги. Хочу сказать, что в 2020 году мы налоговый этот запрос сделали, а в 2018 году мы тонну заплатили налогов больше, чем полного. Ну, во-первых, полного аудитории. Во-вторых, это приятно звучит, что эти компании больше платят, чем налоговые. Ну и НДФЛ это местный, это зарплата. И 650 сотрудников работают на экспорт, причем текущих кадров у них нулевая. Люди оттуда не уходят. Да? И, соответственно, тут задачу, ну, Арсений Сергеевич поставил перед нами 10 тысяч рабочих мест. Когда-то мне вот, Арсений Сергеевич умеет ставить задачи, я немножко так поправился, потом зашел, переспросил. Точно, да, вначале я говорил, нет, до 24. Я говорю, ну что-то, знаешь, теперь я понимаю, что, в принципе, ну, на правах оборота, если вместе с образованием Арсения Сергеевича, я хотел бы, чтобы вместе с Министерством образования рядом со мной стояло, потому что мы, на самом деле, если сможем подготовить такое количество кадров, хотя у нас по нас проект, там действительно охват должен быть 3,5 тысячи человек в год, да, вместе с переводом, на самом деле можно делать. Вполне себе. Что как время действия Саша, когда да, как раз именно он говорит о том, что нужно постоянно зоны комфорта, да, то есть постоянно нужен стресс, то есть если вышки у тебя растут, нужно растет, когда она рвется. Соответственно, помещение которые нас полетал. Мы вот в этом Арсений Сергеевич сказал, здесь открываем городской. Не было ничего, эти компании 2 сидели, Арсений Сергеевич в толстовке, я помню, 30 лет были, да, и тоже, ну, то есть люди вот, вот приходят, верят, но не верят. В смысле, ну, не понимаю, как это будет, что здесь будет, как это 400 минут, уже все было хаком. А потом через полгода мы делали вот открытие с Дмитрием Николаевичем, современное место с раздвигающимися стенами, да, очень 600 мероприятий, которые вот, я вам хочу, например, ввести программа «Лето», она родилась на сайте 17 года. Я вижу, как меняется горное время, сейчас я вижу, как дизайнер работает. Вот сейчас и будет это 85%.
всей Якутии. Удачи и точки кипения долгих лет. Анатолий Столович как-то вот, на наших собраниях с институтами развития говорил, что точки кипения это же про людей, это институт развития общества. И таких институтов развития мало. Есть образование, инновации, экспорта, и вот как бы точки кипения про человеческий капитал, про людей. И смотрите, друзья, мы пообещали много идей, подарки дать. Но в связи с ограничением времени, да, нам сейчас нужно будет отметить благодарственными письмами, а номинации вот это чуть попозже. Мы вышли, обязательно чуть попозже. Поэтому сейчас мы хотим пригласить, да, вот у нас есть готовые благодарственные письма. Вручим подарки. Так, значит, кто у нас? Приглашается технопарк Якутия. Да, действительно, инновационная экосистема – это тоже, неотъемлемая часть моей. Я хотел сказать, что на самом деле надо же говорить правду, да. Точка зрения начиналась как городская точка, да, когда Алексей Сергеевич был мэром города, нас финансово помогали, то есть сейчас полностью точка зрения находится на крупных ключах Петра Петровича. Спасибо тебе, помогаешь точки зрения. Добрый день, спасибо, Иван. Наконец-то награда дошла к герою. 2 года мы поддерживаем точку зрения. Я, конечно, обещаю Вязину, что мы продолжим это делать. Ваня знает, как мы это делаем. Вот все эти экраны, таблички, чтобы все горело, светилось, потому что все это технопарк. Кофе, чтобы крутилось? Да, наливалось. Ну, конечно, 2 года срок не маленький. То есть, вот, уже возвращалась цифра, да, что только ожидает 18 гостей. Я считаю, что соседство технопарка, IT-парка и точки кипения оказало очень большое влияние, очень большую роль. Да. Это правильное место, которое оценили горожане, и стало таким местом притяжения. И здесь все бурлило, я там скучаю по этим вот временам, скажем так. И сегодня было отрадно видеть какое количество гостей, вот, тоже очень волнительно. И параллельно вот этот Blend World. Это прям будет вообще, мне кажется, тренд этого года и следующего года тоже. Спасибо еще раз за награду. Спасибо, Джем. Обратите внимание, самого верха коробочка. Потому что действительно Петр по всем вопросам, он очень такой грамотный, прям четкий. Надо. Хорошо. Так, спасибо. Следующее появляется письмо. И забудь вручить. Давай. Начните традицию. Ну вот, конечно, хочу подать книгу Стив Джобс. Буквально недавно вышла она. Уолтера Айзексона. Точки кипения. Ну, Вань, тебе тоже. Чтобы вы читали, приходили там, вот эти книги, да? Да, мы сегодня без книги. Следующее богатство письмо, конечно, из тоже наших форсайтеров, лидерной группы, которые на наших форсайтах и сейчас поддерживают активно. Это Василий Ефимов, отечественная компания «Груз». Да, спасибо большое. Здравствуйте, Алексей Сергеевич, здравствуйте, дорогие друзья. Вот тема Blended World очень такая, много важная, потому что Blended не только с точки зрения технологии, еще самое главное люди. Вот наш платформер очень символический, можно сказать, не то чтобы от сердца отработал, но я получил основателя программы «Большие шага», который вот наш преподаватель, очень Татьяна, правильно, да, которая тоже 8 лет наша училась, Анатолий сказал, а потом социальный. Почему-то там... Да. И этот подарок получается вот от всех нас, плюс от Фонда развития инноваций, конечно, компания «Якутия». Вот хотел бы показать. Это лично делал я сам учил. Ника, 24 шага, которые должен пройти каждый предприниматель для того, чтобы поставить глобальную компанию. Я хотел бы, чтобы вот эта цепочка привела стартап отсюда, со 2-го этажа IT-парка, на наш 7-й и 8-й этажи. Вот. Спасибо, Василий, в том числе для этого и точки кипения работает, потому что здесь про технологическое развитие, технологическое предпринимательство. Если к нам придется, там пахнет боссом. Вот
Ну и еще один человек, без которого на самом деле не состоялся бы по обстоятельствам 2017 года, кстати, тоже, я кстати, начинаю, почему я хотел, что я очень много стресса, кстати, надо понять, что Арсений Сергеевич, Дмитрий Николаевич написал в Фейсбуке, мы типа отдаем франшизы форсайта, они же раньше сами, потом типа мы отдаем региону, кто хочет, проводите, обучайтесь. Арсений Сергеевич как делает? Анатолий, я пишу, Арсений Сергеевич ответил в Фейсбуке, говорю, что будем делать? Ну да, надо лишнюю пишет, надо взять первый. И вот мы поехали командой, заняли первое место, обучились и провели форсайт 2017 года, один из лучших форсайтов до сих пор считается. Вот Афанасий Дизайн, один из лидеров той группы, мини-директор корпорации. Добрый день, уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые друзья. Один человек сказал о том, что магия точки кипения в том, что здесь на одну запланированную точку получается 3 незапланированные. Мне кажется, что магия нашей якутской точки кипения в том, что здесь на одну запланированную точку 5 незапланированных. Потому что на самом деле у нас есть и IT-парк, и это такое на самом деле место, где реально ты можешь приехать, зайти в кафешку, встретить там следующего человека, который создал компанию, у которой 1000 сотрудников, тоже встретить главного человека, который регулирует эту отрасль, тоже встретить людей, которые тоже что-то делают, инвесторов. Это на самом деле действительно круто. Раньше, когда мы просто не учились, на самом деле мы отвечали, боже, как, вот насколько много тут людей на 1 квадратный метр, таких заряженных, классных, инициативных. И единственное место, где такое же ответилось, только у нас в Якутске, здесь у нас в IT-парке, точка кипения, это действительно круто, это действительно классно. И отрадно то, что у нас на самом деле теперь не тратится, вот эти готовцы сидит, когда мы сейчас знаем, что вот мы были много где в разных компаниях, у него здесь, да, практически не отличается то, что есть офис Google, там, например, или еще там в Лондоне. Практически это очень важно, что Якутск с такой уверенной походкой вошел сейчас в число таких практически мировых лидеров, по крайней мере, по геймдеву точно одна из мировых столиц. И по другим направлениям тоже, я думаю, скоро еще будем. Это очень важно, что в Якутске всегда развивается, что мы действительно не просто удерживаем, но и притягиваем сюда много разных людей. Это действительно, мне кажется, заслуга всей нашей ядерной команды, всего сообщества. Поэтому поздравляю точку. Мне кажется, точка действительно в этом играет одну из ключевых ролей. И точка, на самом деле, вот Ваня говорит, что мы ему точку поставим, на самом деле, он нам поставит крючок. Просто всегда, когда мы только хотим провести, у нас есть эта площадка, это очень круто. Раньше вот, даже, скажется, как мы раньше без этого жили, то есть это настолько естественно оказалось, настолько этого нужно всем, что это просто без этого не можно представить свою жизнь. Да, да, и у нас сейчас будет, благодаря поддержке Арсения Сергеевича, мы решили, что он принял креативный кластер, самый крутой, самый лучший в Дальней Востоке, самый лучший в России, как мне кажется, потому что мы во многих просто даже опережаем, на многие российские регионы. Он на следующий год закроется, и это, по сути, такая вот будет точка кипения на стероидах, на максималка. И мы тут надеемся, команда точки кипения тоже в этом поучаствует, поделится с нами своей экспертизой в этих пространствах. Это вот очень круто. И мы, кстати, с своей стороны тоже дарим книгу, настольную книгу «Основатель стартапа», она сейчас приедет, мы тоже библиотеку внесем. Вот еще раз поздравляю. Спасибо. Следующее богатство письмо. Очень близкий нам по духу человек. Кстати, вот сегодня мы говорили про IT и вино, но вот, на самом деле вот здесь по количеству мероприятий больше всех собираются дизайнеры. Да, и они это вот просто эксплуатировали ребята. Я хочу Елену Дмитриевну Алексееву позвать, ваши крупные аплодисменты. Сейчас уже ваши дела это не просто слова, как нас соединяешь. Более сегодня меняем пространство. Спасибо огромное. Спасибо огромное за благодарность письмо. Я бы хотела, конечно, сказать благодарность Арсению Сергеевичу, потому что поддержка того, что у нас сейчас происходит, имеет огромное значение на развитие нашей республики, нашей дорогой веселой. То, что мы сейчас с ребятами действительно вот, не дизайнеров, не только дизайнеров, а архитекторов, дизайнеров и художников, и вообще всех творческих сообществ. Мы собираем, кроме этого, огромное количество городских сообществ. Огромное спасибо Ивану, потому что вот, абсолютно согласна с Афанасием, что это место мы вообще уже не представляем нашу жизнь без этого места, потому что любое мероприятие, мы уже забыли, что такое, там, искать какое-то помещение, аренду, еще что-то. Мы просто звонили Ивану, регистрируем на площадку всех наших участников, и все, начиная там с города, с округов, управляющих компаний, кого нам надо, мы всегда собираем. И с удовольствием здесь проводим время, очень удобно, очень комфортно. И самое главное, отсюда произрастают идеи. Вот, и то, что мы сегодня видим результаты, я просто вижу впереди
Там действительно не верят, многие не верят, страшно критикуют, страшно там хайпуют, но мы двигаемся все вместе, и я более чем уверена, что такие точки кипения у нас сейчас появятся в каждых городах, районных центрах, увязанные с нашими общественными пространствами, комплексными, системными, которые повлияют на изменение сознания многих людей нашей республики. Спасибо вам огромное. За развитие таких мест. Приходите чаще, будем дальше. Я, кстати, вы не говорите, что уже видно. Мы это чувствуем. Ну и, конечно, у нас не только архитектор, не только архив, у нас и развивается в том числе сельское хозяйство. И один из, может быть, как-то для вас будет видно, но самый один из активных, который помогает и партнеры, это СКПК «Самотлайн». Действительно, вот мы с прошлого года с Самартай работаем, очень много проектов, и реальных проектов там появляется, они действительно очень активные и социально ориентированные. Вот. Мы знаем, как они работают, они делают это очень качественно. Спасибо большое. Пару слов, да? Спасибо за инициативу. Очень благодарю. И, ну, классно, что мы дружим с точки зрения. И спасибо за чан. За ваше выступление. Спасибо. Подарок, да, благодарность я хотел предложить слово человеку, который связан с истоком социальной ассоциации, и активный, тоже главный активный лидер ассистентов IT-парка, это Эдуард Толцев, да. Компания «Фантастик». Спасибо, Алексей Сергеевич, Андрей Николаевич. «Фантастик» сейчас крупнейший арендатор IT-парка, и мы динамически развиваемся. Пандемия на нас никак не повлияла. И наша игра сейчас рейтинг на уже 1,5 года в топах. В Соединенных Штатах по скачиванию в топ-100 находимся. И один у нас очень большой проект готовится вместе с Майкой, с Алексеем Мушкинским. Мы вместе создаем его. Уже 2 года как создаем, так что скоро будет анонс. И вот недавно мы стартовали наш второй проект, собственный, тоже очень большая игра, которая тоже откроет рабочие места, я думаю, в Якутии, в Якутске. Спасибо большое за создание такой среды, как IT-парк. На самом деле, это реально вообще очень классное место, как вы все видите, очень современное. Здесь интернет тоже очень высокоскоростной, быстрее работает, чем из дома, да? Да. И это тоже дает преимущество на самом деле. Спасибо за то, что вы поддерживаете молодежь, создаете школы сейчас по всей республике. Много талантливых людей становится, и мы это тоже видим, к нам обращается, да, приходят резюме, люди становятся все лучше и лучше, все умнее. И очень, знаете, за что я главное вот благодарен, да, то, что вот обнадеживает, да, в такие времена, то, что вот у руководства республики, у Алексея Сергеевича, у Анатолия Сколовича есть очень хорошее видение. И вот это видение, которое сейчас есть, имеется, оно дает нам надежду на светлое будущее. Спасибо вам. В Ассоциации развития IT-отрасли. Можно было бы встретиться. И так как прочитать лекцию, встретиться. Ну, спасибо, что позвали. На самом деле не ожидал, резко так все произошло, поэтому без подарка пришел. Но мы готовы от имени нашей компании 5 рециркуляторов подарить. Так что плане... Спасибо. Так, ну и сейчас, наверное, торжественная часть заканчивается, в смысле, и слово хотел бы дать слово по программу директору, об итогах и планах. Да, у нас есть еще заготовлено 2 видео, как мы сделаем. Ну, а если коробки? Да, они коробки. Да. Давайте тогда, если Сергеевич проводит, давайте побудем. Да, это действительно здорово, что в Алексея Сергеевича в графике такое время появилось, что прийти, поздравить, встретиться с нами. Мы приготовили
Мы подключили наших друзей из других городов, и есть записи. Мы вначале покажем видео поздравления. Вначале у нас 2 видео, можно запускать, а потом послушаем наших друзей через Zoom. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги «Точки кипенцы», «Точки кипения Якутск». Мы приветствуем вас с жаркого юга. Университетская точка кипения Астраханского государственного университета сердечно поздравляет вас с Днем вашего образования. Желаем вам новых идей, процветания, всего-всего, чего бы вы хотели сами себе пожелать. Пусть ваши участники будут вовлеченными, а спикеры уникальными и очень-очень интересными. Повестка вашей точки кипения показывает, какой высокий профессионализм у вашей команды и какой широкий кругозор у ваших посетителей. Верьте в себя, верьте в наше общее дело. С днем рождения, точка кипения Якутск! Иван, приветствуем тебя из города Екатеринбурга, из самого его сердца. Ельцин-центр, фонтанчики. Радуемся за тебя, за твою точку кипения. Передаем тебе кучу приветов и самых наилучших пожеланий. Вокруг нас ты можешь увидеть Ельцин-центр, в котором находится наша точка кипения, где мы кипим идеями, бурлим и желаем тебе того же. Всей команде точки кипения Якутск, всей ядерной группе Якутск мы передаем самые наилучшие поздравления с Уральской земли от точки кипения Екатеринбург, от нашей команды и нашей ядерной группы. Кипите и дальше, фонтанируйте идеями, и пусть это кипение продолжается и будет вечным. Ура! Ура! Супер мощные проекты. Это наш друг, ну можно так сказать, потому что друг друга всегда есть друг. Компания Бунтар работает совместно с Оскаром Хартманом, вы знаете. И мы очень ждем, когда Оскар... Слышно меня, да, Оскар? Слышно, видно? Да, все идеально, спасибо. Так, сейчас звук не слышно, сейчас надо громко сидеть, кажется. И мы ждем, вот сейчас мы послушаем Оскара через Zoom, но вживую мы обязательно вас привезем и здесь вживую пообщаемся, послушаем друг друга. Поэтому, Оскар Хартман, вам слово, поздравления, ну и пич-сессия, скажем так, толк-шоу о том, как нужно развивать технологическое предпринимательство в условиях нового времени. Пожалуйста. Спасибо большое всем. Это большая радость для меня сегодня перед вами выступить в такой прекрасный день, юбилей. Знаете, я очень верю, очень сильно верю в силу сообществ. Я очень сильно верю в силу мест, потому что наше окружение, те места, где мы находимся, те сообщества, в которые мы входим, с кем мы мешаемся, влияет на нас намного сильнее, чем мы хотели бы верить. И это решающий фактор, определяющий фактор. Поэтому во всех своих некоммерческих компаниях везде пытаюсь создавать сообщество, перемешивать людей по-новому. Поэтому вот такое место, как точка кипения, может иметь огромное влияние на будущее. Я расскажу об этом детальнее, почему я верю в места и сообщества, но меня попросили сегодня выступить на тему технологическое предпринимательство в новых реалиях. Я думаю, что ключевое для всех, кто слушает, наверное, что дальше, как взять эти возможности за хвост, что делать со всем этим и что я могу от этого получить, что я могу сделать. Да, это очень важный вопрос. Я попробую сегодня дать вам
топ-5 возможностей, которые я вижу, топ-5 условий для преследования этих возможностей, как их взять за хвост, и надеюсь, что кто-то найдет вдохновение для новых действий. Знаете, вот когда я думал про новые реалии, я вспомнил, как я родился в Казахстане, в городе Джамбул, и когда мне было 7 лет, моя семья переехала в Германию, и у меня в возрасте там 7 лет была первая депрессия. Первая депрессия, я очень был расстроен, и мой отец спросил меня, что со мной происходит, почему я такой грустный. Я ему сказал, что папа, почему все уже изобретено, почему все уже в мире есть, почему мир готов, почему я родился в то время, когда уже, потому что в Германии у меня сложилось такое ощущение, что я приехал в готовый мир, в котором все есть. И я очень сильно хотел стать изобретателем, я очень сильно хотел изменить мир уже в очень молодом возрасте, но в этот момент мне показалось, что все уже изобретено. И знаете, я вот сейчас даже думаю, вот насколько я хотел бы вернуться к вот маленькому себе, чтобы его успокоить и сказать ему: Оскар, не волнуйся, через уже 10 лет, до возраста 18 лет, ты создашь самый большой интернет-магазин спортивного питания в Германии. Ты из деревни, из маленькой деревни создашь компанию, которая будет работать на всю Германию. Уже через 15 лет ты будешь акционером и одним из основных владельцев крупных компаний, самая крупная компания в Германии по торговле подержанными машинами. А через 20 лет, через 25 лет ты станешь акционером самой большой компании по доставке продуктов питания в Германии. И кроме того, Оскар, ты еще будешь иметь бизнесы по всему миру, и в России, и в других точках. Я бы очень хотел бы ему это сказать, потому что это действительно невероятно. Это невероятно, что я из города Мюльхайм, маленького города, создал компанию, которая делала там сотни тысяч евро оборот еще в школе. Это невероятно, что сейчас мы смогли создать нового продуктового ритейлера в рынке, в котором есть уже Aldi, Lidl, в которой номер 1 ритейл-рынок мира, за счет того, что люди начали заказывать продукты питания через телефон с быстрой доставкой. И это просто феноменально. И это продолжается последние 20 лет, сколько я помню. Каждый год появляются новые бизнес-модели, каждый год появляются новые вещи. Мировая экономика с тех пор выросла в 5 раз. Огромное количество, и это будет продолжаться, это самый большой тренд новых реалий, они создаются каждый день. Не только коронавирус создает новые реалии, когда появились телефоны с подключением интернета, создавалась новая реалия. Поэтому я думаю, что я так часто в жизни переезжал, более 30 раз я менял место жительства, и каждый раз это новые реалии, каждый раз я создаю себе новый мир. Сейчас у нас другие причины создали новые реалии. И давайте поговорим коротко, какие эти новые реалии, да, вот что произошло с моей точки зрения, да. С моей точки зрения сейчас слишком много фокуса выделяется на короткие, там, микро всякие изменения, что там больше, какие-то вещи краткосрочно выросли, какие-то вещи краткосрочно упали, а очень мало внимания выделяются длинным макротрендам, и которые сейчас очень сильно ускорились. Соответственно, я расскажу сейчас про основные макротренды, про которые я ставлю, и это новая реалия действительно пришла. Первый, самый большой макротренд, который сейчас ускорился, это проникновение интернета во все сферы нашей жизни. Если смотреть, я занимаюсь интернет-бизнесом уже 20 лет. Все мои друзья, абсолютно все, кого я знаю, кто последние 20 лет постоянно ставил на интернет-технологии, стали успешными. Не с первой попытки, не с пятой попытки, не с 10-й, но рано или поздно все, кто занимается. Это такой тренд, который выносит огромное количество новых чемпионов. И поэтому интернет
тренд, да, иногда нам всегда кажется так же, как мне вот в 7 лет, что все, теперь уже точно все есть Инстаграм, есть все интернет-магазины, которые только могут быть, вот теперь точно все изобретено, да, но здесь есть огромная слепая зона, и сейчас это, я думаю, второй макротренд. А если говорить про проникновение интернета в нашу частную жизнь, как мы знакомимся, как мы потребляем, как мы покупаем, как мы развлекаемся, как мы учимся, проникновение интернета уже достигает очень-очень высокого показателя. Но если говорить про проникновение интернета в бизнес-жизни, да, в жизни компании, потому что в мире есть примерно 800 миллионов единиц, которые называются юридические лица. Если говорить про проникновение интернета в компаниях, этот показатель находится там, где потребители находились в 2004 году. Соответственно, если вы вспомните 2004 год, и сколько из жизненных проблем вы решали посредством интернета, а сколько не посредством интернета, и подумайте про сейчас. Вот то же самое, в следующие 10 лет, то же самое произойдет в B2B, в бизнес. Все цепочки создания ценностей, все абсолютно цепочки создания ценностей будут перенесены в цифру, будут пересобраны на торговых площадках. И все это сейчас ускорилось, вот этот тренд, потому что даже компании, которые очень сильно сопротивлялись, да, например, я советник директоров Московской биржи, да, там было большое сопротивление внедрять, например, документооборот электронный. Сейчас это все сделали быстро, необходимость все поняли, и сейчас во всех компаниях происходит полная дигитализация, как компании решают свои проблемы, это будет изменено в корне, и появятся сотни новых компаний, мировых чемпионов, которые будут давать возможности компаниям делать те процессы, которые они сейчас делают, не цифровые, намного лучше, намного интереснее и так далее. Соответственно, B2B технологии, как пример, например, это моя компания CarPrice. CarPrice — это B2B аукцион подержанных машин, где дилеры покупают свой сток, свой инвентарь. И как раз тоже, кстати, интересная история по поводу, как делаются инновации иногда в новых реалиях. Мы основали CarPrice в 2014 году и начали делать выкуп машин и продажу машин дилерам. И потом случились новые реалии, рубль к доллару начал колебаться, быть очень волатильным и потерял в 2 раза. Соответственно, мы каждый день находились в новых реалиях, каждый день мы приходили на работу и понимали, что наша бизнес-модель перестала работать. Мы не можем, если мы будем продолжать так же работать, как сейчас, мы будем банкроты через 14 дней. Соответственно, мы просто вот собрались вместе, мы собрались в одном месте, да, у речки. У нас было одно место, где мы встречались со все основатели компаний для обсуждения важных задач. Это было у речки. Мы собрались вместе, наши силы, и провели там 8 часов, чтобы подумать, как мы можем решить проблему волатильного рубля к доллару и отношения цен, очень волатильных цен машин в результате. И мы придумали технологию, которая называется Live Auction. Это аукцион. Мы начали делать аукцион машин в реальном времени, соответственно, мы не брали больше какие-то старые цифры для выкупа, а начали делать аукционы в живом просто процессе. И это была вынужденная инновация, и на самом деле удивительным образом это не только спасло нашу компанию, сделало ее лидером рынка, и теперь эта технология используется по всему миру. Так как мы сделали эту технологию, все хотели эту технологию использовать. И это позволило нам инвестировать в 10 компаний по всему миру, которые тоже имеют волатильную валюту. И мы проинвестировали в Мексике, в Бразилии, в Нигерии, в Индонезии, в Индии, в Японии. В огромном количестве рынков использовалась наша технология живых аукционов, которую мы изобрели благодаря новым реалиям, когда это нас заставило. Да? Соответственно, я думаю, это вот один из ключевых факторов, да, когда вот мы смотрим на свои компании. Я сейчас делю компании на компании, которые решают все свои проблемы с помощью технологий,
и компании, которые пытаются решить проблемы по-другому. Да? И я думаю, что выигрывать следующие 10 лет будут однозначно компании, которые считают технологии своей ключевой компетенцией, которые все проблемы, которые на них летят, берут и решают каким-то способом неординарным, который используют технологии. Да, соответственно, дальше, я думаю, одна из вот сильных вещей, которая сейчас меняется, и это тоже длинный макротренд, в отличие от того, что многие сейчас говорят, это вообще как мы работаем и как мы живем. Вот представляете себе, вот сейчас сильно меняется вообще, вот это самый большой рынок, да, если говорить про самые большие рынки, самый большой актив в мире — это недвижимость, самые как бы большие как бы вещи, которые происходят. И сейчас полностью меняются, потребности людей с точки зрения, какие места им нужны для жизни, для работы, для собраний и так далее. И нужно огромное количество новых компаний, которые пересоберут все активы, которые у нас есть в мире, под новые комбинации, под новые интересные идеи и так далее. Соответственно, что я просто как бы, как один из примеров. Да, Ричард, извините, вот это наши реалии работы из дома, да. Сын, к сожалению, не очень понял, он мне подарил вот такой цветочек, видите. Вот, соответственно, смотрите, как бы я думаю, что я немножко думаю по-другому, чем большинство. Все сейчас мы должны работать из дома, все покупать из дома, еда привозится нам домой, мы все должны делать из дома, да? Если мы все должны делать из дома, соответственно, однозначно наш дом должен стать лучше. Те дома, в которых сейчас находится большинство людей, это абсолютно неудовлетворительно для людей, для человеческих потребностей и всего остального. Соответственно, есть огромный блок возможностей, как сделать так, чтобы наши места, где мы живем, становились лучше. Да? Соответственно, это не только конкретное пространство, чтобы там нам было, чтобы мы чувствовали себя там хорошо, и чтобы его было достаточно, и чтобы там было место для всяких. Человек не может, например, работать в том месте, где он отдыхает. Если вы, например, обычно на диване отдыхаете, если вы попробуете там работать сфокусированно, у вас это не получится. Да? Это человеческая психология, это антропология, которая говорит о том, что человек в разных местах имеет разное состояние. Конечно, можно управлять своим состоянием и создать любое состояние, но в целом люди с этим не справляются, у них не получается, и нужны новые как бы решения для людей, чтобы они дома могли делать то, что надо. Но при этом, я думаю, вот сейчас одна из моих инвестиций, что мы делаем, как вот, чтобы было более прагматично, ясно, да, мы создаем квартиры, которые полностью готовы к проживанию, абсолютно все в этих квартирах есть, от скульптуры до картины, до телевизора, до подписки на все как бы стриминги, до фитнес-карты, до все, что вокруг. Мы даем человеку полностью обжитое пространство, которое от вилки до ложки, до кастрюли, до абсолютно всего, да, у него приходит каждую неделю коробка со всеми необходимыми вещами. Мы делаем полностью готово к жизни пространство, который человек может бронировать помесячно, он может отказаться от этого пространства в течение 1 месяца, да, и это, получается, это дает людям гибкость, да, и все это самое главное, все это по той же цене, за те же деньги, сколько стоит обычная пустая квартира. И это вот такую мы сделали инновацию, да, что вот можно, оказывается, полностью готовы к проживанию квартиру снимать за те же деньги, как обычно берут пустую, и потом ее обживают в течение 1,5 года. Соответственно, в этих квартирах, конечно, предусмотрено правильно, они сделаны так, чтобы там было место для работы, место для других вещей. Дальше офисные пространства, то же самое. Мы делаем гибкие офисные пространства, которые позволяют людям создавать
покупать офис просто за рабочее место, платить 20 тысяч рублей, 18 тысяч рублей за рабочее место. Если посмотреть по моим крупным компаниям, сколько они тратят за рабочее место, это от 60 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц, если посчитать всю стоимость этих офисов. Мы делаем более доступно, полностью разворачиваем пространство, которое можно увеличивать, уменьшать, которые дают компаниям возможность быстрого роста, и не думать вообще про офис. Это тоже полностью готовое пространство со всеми услугами. Не нужно думать ни про туалетную бумагу, ни про что. Абсолютно все функционирует так же, как это функционирует в отеле. Соответственно, офисное пространство как сервис. Сейчас большая возможность, которую я вижу, это пространство как сервис. Вот в принципе точка кипения — это тоже некое пространство как сервис, которое можно использовать для вдохновения, для незапланированных встреч, для каких-то спонтанных действий. Очень важны вот такие места для мероприятия. Я думаю, что появится много новых компаний, которые будут предлагать пространства, в которых можно хорошо работать группам, когда есть креативная групповая работа. Я думаю, что будут специализированные места, где нужно работать сфокусированно, в тишине, без внешних отвлечений. Соответственно, у нас огромная доля недвижимости офисной станет ненужной, как следствие, да, и нужны будут новые способы, что делать с этой недвижимостью, новые управляющие компании, которые будут предлагать что-то, что можно, как это можно использовать. То же самое мы видим в Big Box ритейле, да, сейчас самый страдающий ритейл-сегмент от интернет-проникновения, который умирает, это большие ящики, в которых все понемножку, которые абсолютно не конкурентоспособные против интернета. Поэтому это 10 миллионов квадратных метров, которые будут освобождаться в следующие 10 лет. Кто сможет предложить что-то для этих пространств, кто может пересобрать вот эти ресурсы. Не только это, можно говорить про производственные ресурсы, про другие ресурсы. Те люди, которые смогут пересобрать вот эти возможности вокруг полного изменения того, как мы работаем и как мы живем, они создадут новых чемпионов, новые лидирующие компании абсолютно в своем рынке. Да? Соответственно, я думаю, что вот если говорить самые большие тренды, на которые я ставлю, это вот B2B интернет-технологии, на втором месте это пересборка рынка недвижимости всех, в целом в большой картине. Да? Ну дальше, я думаю, я не хочу быть мистер очевидность, да, потому что все говорят про сейчас там технологии в здравоохранении, технологии в образовании, технологии в развлечении, да, но поэтому я не буду сейчас говорить про очевидные тренды, которые сейчас, конечно, там очень сильно акселерируются, про это отдельно поговорим. Я бы хотел обратить внимание на немножко другое. Я занимаюсь уже 10 лет антропологией, наука о человеке, я изучаю природу человека, что создает счастливую, наполненную жизнь, что создает, наоборот, испорченную жизнь, страдания, что действительно, как функционирует человек, несмотря на то, что мы все очень индивидуальны, есть очень много законов человеческой природы. И я сейчас очень сильно обращаю внимание на человеческую природу. Я думаю, последние 6 месяцев всем нам напомнили, что действительно важно. Я думаю, что произошла реприоритизация, не появились какие-то новые ценности, я думаю, произошло изменение приоритетов этих ценностей. Да? Соответственно, вот как один из показателей, который я сейчас вижу, что очень сильно страдает рынок лакшери продуктов, особенно его часть, которая абсолютно бессмысленная. Да? Соответственно, бессмысленное потребление. Сейчас страдает рынок всяких вот этих женских сумок 10 тысяч долларов, которые стоят, или там еще больше, которые дорогие часы. Вот очень много вот этого бессмысленного показательного потребления сейчас находится на огромном спаде, сумасшедший спад. Люди просто не хотят больше это. Да? Произошла немножко то, что, наверное, то, о чем Толстой и Достоевский всегда мечтали, да, что мы немножко по приоритету сдвинули вниз потребление и немножко вверх поставили отношения. Да? И я бы хотел сказать, что очень важно
Для меня следующие 10 лет один из основополагающих трендов должен быть, чтобы всегда во всем, что мы делаем, человек оставался в центре. Потому что сейчас происходит технологическое предпринимательство, есть целый блок работы, который говорит о том, что нам, в принципе, столько людей даже не нужно, чтобы все производить, что мы производим. Да? Я думаю, что это очень опасная мысль, да, уход от человеческой природы всегда приводит к страданию, абсолютно точно, предсказуемо. Поэтому, я думаю, все, что мы делаем, все технологии, все инновации, абсолютно все, что мы делаем, должно быть для человека. И я, честно говоря, очень рад, что последние 6 месяцев у всех стран мира стоял выбор между сколько экономики жертвовать, чтобы спасти одну человеческую жизнь. Да? И абсолютно все страны мира сделали выбор в сторону человеческой жизни, и даже сейчас посчитали вообще, сколько стоит человеческая жизнь в экономическом выражении. Оказывается, одна человеческая жизнь стоит $15 миллионов. Да? Вот если посмотреть, как сейчас рынки реагировали, сколько экономики пожертвовали ради человеческой жизни, получилась вот такая цифра. Но я думаю, что мы делаем все равно массу ошибок, которые будут возвращаться, да, как некоторые вещи, которые сейчас происходят, да, которые тоже нужно решить. И я очень сильно пытаюсь это решить. Я думаю, точка кипения тоже имеет в этом очень важную роль. Да. Первое, у нас эпидемия одиночества. В мире происходит эпидемия одиночества. Соответственно, это происходит не только для людей, которые там в более старшем возрасте или в другом. Сейчас у меня в моих молодежных программах я собираю талантливых молодых студентов, школьников. У нас школьные программы по развитию предпринимательства. Мы их собираем в доверительной среде и задаем вопросы. И вы себе не представляете, у школьников сейчас номер один запрос, вот номер один проблема, которую школьники хотят решить, они чувствуют себя одинокими. И это только один из признаков. Чем больше мы будем уходить от человеческой природы, чем хуже будет. Поэтому для меня очень важно следующие 10 лет, чтобы мы все-таки не пошли в дегуманизацию, а что мы пошли наоборот, в гипергуманизацию, когда все, что мы делаем, все технологии приближают нас к человеческой природе, приближают нас к человеческим ценностям, и чтобы мы даже учитывали, когда мы делаем какие-то инновации, когда мы делаем, чтобы мы учитывали больше вещей, чем только ВВП или какие-то обороты или какие-то другие вещи, а в том числе другие ценности, да, например, если говорить конкретно про Якутию, я думаю, качество жизни в Якутии, да, качество жизни не может объясняться чисто ВВП на душу населения, которое есть в Якутии. В Якутии есть очень много вещей, которые очень ценны для людей, которые очень важны для людей, которые не учтены ни в ВВП, ни в других факторах. И я думаю, здесь технологии тоже могут сыграть огромную роль. Есть социальные технологии, по сути, вот, например, точка кипения – это тоже некая технология, которая пересобирает людей, которая перемешивает их, да, как создает новую экосистему, в которой могут произойти прекрасные вещи. Они должны происходить, потому что я вам скажу, что мои чувства, да, мои чувства как предпринимателя, я создал более 10 компаний своими руками, я инвестировал в почти 100 предприятий по всему миру. И я сейчас ощущаю вот после этого карантина какую-то вот очень жесткую тревогу с точки зрения, вот в отличие от себя в 7 лет, когда я думал, почему в мире все уже построено, я сейчас ощущаю полностью наоборот. Я увидел, сколько всего еще нам надо строить, сколько всего у нас нет. Вот посмотрите, что сейчас происходит в образовании, как учили наших детей. То, что сейчас произошло в школах, во всех школах России, это было не дистанционное образование, это было домашнее самообучение с полной эксплуатацией родителей. Абсолютно не справились, абсолютно нету ничего, что позволяет детям действительно процветать и получать образование. Это нам все нужно строить. У нас последняя инновация в образовании была Монтессори там 30 лет назад. Огромное количество новых вещей должны появиться в образовании, которые дают любому человеку в любом маленькой деревне возможности получить те навыки, которые действительно определяют будущего. И это не построено. Огромное
стройка у нас в телемедицине, да, однозначно, да, что что-то у нас, вот видите, как сколько проблем у нас необследованных сейчас вылезет. Вы себе не представляете, сейчас 6 месяцев лечили только коронавирус, как будто все остальные болезни исчезли, да, соответственно, это неправда, и сейчас мы получим как бы счет, потому что за все в жизни надо платить. Если год необследованных людей и так далее не позволит нам получить хороший результат. Огромное количество. И также дальше, я думаю, сейчас с точки зрения развлечений, с точки зрения удовлетворения человеческих потребностей, да, вот я думаю, будут очень важную роль. Надо все строить, потому что чистый онлайн, когда без офлайна, когда нету комбинации онлайн и офлайн, когда нету человеческого контакта, люди, может быть, играют в видеоигры или какие-то или что-то другое, но они чувствуют себя одинокими, несчастными, это кончается депрессией. Соответственно, нужно предлагать какие-то формы, новые развлечения, которые позволяют людям и онлайн, и офлайн, и создавать все-таки человеческий контакт. Очень важно найти, ничего не нужно человеку так сильно, как другой человек. Точка. Нету ничего абсолютно, поэтому у нас сейчас организации развиваются. У нас есть организация женского лидерства, где мы объединяем женщин, которые хотят расти, которые друг другу помогают развиваться. И эта организация за последние 6 месяцев выросла на 5000 человек, 100 городов по всей России. Все женщины объединяются, потому что они получают человеческий контакт, они получают группу, они получают новую стаю, новое племя, в котором они могут действительно раскрыть свои таланты, в котором они действительно получают ту поддержку, которая необходима. Да? Соответственно, много возможностей у нас происходит, вот такой пересбор. Эти возможности... Да, я очень прошу прощения, что перебиваю. Насколько еще времени остается для... Я закончу в течение 3 минут. Я действительно могу говорить вечно про предпринимательство. 3 минуты, потому что вопрос, окей, что дальше, кучу возможностей новых, и что дальше с этим делать. Я думаю, очень важно для точки кипения, для всех нас, узнать, при каких условиях люди могут преследовать вот такие возможности и действительно сделать что-то феноменальное, большое, да. Первое, я думаю, и только 5 коротких пунктов и пойдем дальше. Первая очень важная роль автономных, самостоятельных команд, в которых супер талантливые люди. Нет ничего ценнее, чем увидеть талант рано, раскрыть этот талант, да, и дать этому таланту автономно, спонтанно, с большой скоростью, с правой на ошибкой преследовать какие-то новые вещи. Вот те пространства, в которых это происходит, те пространства, в которых есть место для спонтанного, незапланирования какого-то действия, они выигрывают. Я очень надеюсь, что в точке кипения будут люди брать шансы. Я думаю, что это должно быть пространство, в котором, когда что-то не получается, это воспринимается как что-то хорошее, потому что я могу сказать, что я, наверное, самый успешный лузер в мире, потому что я создал минимум 50 вещей, которые абсолютно не сработали. 50 раз я верил очень сильно, что что-то сработает, и это абсолютно не сработало. Абсолютно вот полный ноль. Соответственно, я очень надеюсь, что вот есть экосистема, в которой ценится, когда люди пытаются, пробуют, ошибаются, идут дальше. Которая ценится быстрая скорость, в которой люди берут полную ответственность за то, что они делают, и хотят вырасти вместе со своими проектами, чтобы создать себе вот действительно новые реалии. Я благодарю вас за удержание внимания в течение там стольких минут. Очень хотел с вами поделиться. У меня сейчас столько энергии, я сам просто не могу остановить. У меня сейчас приходит одна бизнес-идея в день, я каждый день у меня, потому что я думаю, что сейчас самое феноменальное время для предпринимателей, и нужно как бы создавать больше ценностей за меньше денег. И как бы очень надеюсь, что те, кто сегодня был с нами, могут сделать прорыв. Спасибо большое. Да, Оскар, большое спасибо, огромное спасибо действительно за такой, ну скажем так, заряд с точки зрения
знаний, потому что вот как никто другой технологический предприниматель не ощущает вот больших таких изменений и запросов более общества. И технологические предприниматели, они обеспечивают прогресс общества, социальный прогресс. Поэтому мы дальше, почему Оскар сегодня у нас выступает, потому что мы дальше будем экспертную сессию делать. И там мы как раз будем много говорить про технологии. Независимо от социальной сферы, образования, медицины и прочее, там всегда есть технологии. Поэтому, Оскар, большое тебе спасибо. У тебя большущий опыт и реальные достижения. И в спорте мы следим за твоей жизнью, мы смотрим Инстаграм, Ютуб, читаем книги, да. Просто делать просто. И нужно сказать, что вот Оскар выступал в этом году в питерской точке кипения, мы якутская точка кипения вообще чуть ли не в день помогли с этой площадкой, да, и он ощутил этот сервис. И хотели бы попросить, да, за то, чтобы в дальнейшем мы еще послушали лекцию на тему сообщества развития. Вот вначале ты озвучил об этом. И я думаю, всей нашей сетки, все эти точки кипения, это будет интересно. Поэтому еще раз большое спасибо. Друзья, смотрите, мы как бы импровизируем. Жизнь, она неопределенная такая, да? Сейчас, да, смотрите, сейчас мы делаем кофе-брейк, но при этом мы все находимся здесь, друг друга поздравляем, вручаем. Где у нас торт? Ага. Разрезаем. И смотрите, сейчас там небольшая подготовочка. 10 минут буквально перерыв. И еще будет, да, продолжаем. Павел Лукша, глобальный эксперт. Он нам тоже нас зарядит, расскажет обо всем, как нам дальше жить, как развивать нашу любую. Так, ну, да, мне разрешают разрезать праздничный торт. Друзья, да, можете фотографировать, можете поближе можно подойти, и потом сейчас будем все социальная дистанция. Да, не важно. Да, вот так. Хорошо, готовы все? Под ваши бурные аплодисменты. Я приглашаю на этот брейк, чтобы немножко размяться, потому что надо переводить информацию. Но мы сейчас параллельно, вот этот дверь раскрыты, мы будем параллельно сейчас награждать наших партнеров. То есть не уходим, дверь открываем, будем, чтобы мы форматы сохранили, потому что через 10 минут начнется. Между лекциями, лучше надо сделать немножко